Глава 9. Выступай воинственно. В те времена были на земле исполины. Книга Бытие, 6 глава, 4 стих. Библия говорит, что в то время были на земле исполины, а теологи и писатели предаются многочисленным фантазиям по поводу того, кем были эти великаны. Нам не нужно дискутировать, кто они были, каково их происхождение. Достаточно принять то, что говорит Библия. Они существовали. А еще мы узнаем из Ветхого Завета, что они были страшны на вид и пугали остальных людей. Я уверяю вас, что и сегодня есть, так сказать, великаны, но они не 10 локтей ростом, и они не спят на кроватях размером 9 на 4 локтя, но они командуют всеми, кто подчиняется им и их злому влиянию. Библия учит нас убивать их, где бы мы их ни встретили. Но вы не сможете победить их, если будете принимать во внимание только их огромные размеры. Но великаны могут быть разбиты, если вы знаете источник силы в вашей жизни. Великаны могут быть побеждены. Они могут быть уменьшены до размеров лилипутов, не способных причинить какое-нибудь зло вам или тем, кого вы любите. Но вы не можете играть с великанами греха и бунтовства, иначе они задавят вас и уничтожат. Злые великаны Ветхого Завета были убиты. Их нельзя было ранить или отпустить на время. Стычка Давида с великаном по имени Голиаф открывает нам неоспоримую истину. Давид сказал: «Ты идешь против меня с мечом и копьем и щитом, а я иду против тебя во имя Господа Саваофа, Бога воинств израильских, которых ты поносил. Ныне предаст тебя Господь в руку мою, и я убью тебя, и сниму с тебя голову твою, и отдам трупы войска филистимского птицам небесным и зверям земным, и узнает вся земля, что есть Бог в Израиле, и узнает весь этот сон, что не мечом и копьем спасает Господь, ибо это война Господа, и Он предаст вас в руки наши». Первое Царств, 17 глава, с 45 по 47 стих. И если великаны – это страх, алкоголь, наркотики, мучительная ненависть или какой-нибудь другой монстр, который действует против вас, вы можете освободиться. Давиду не нужно было оружие Саула, и вы также не нуждаетесь в чужом оружии. У вас есть свое оружие, но его необходимо использовать. Мы не должны просто оттеснить великанов, мы должны их убивать. Иисус сказал в книге Деяний в 1 главе 8 стихе: «Но вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой». Эта сила дана нам, чтобы поражать великанов, посланных дьяволом. Один из путей – это выступить воинственно в наших семьях, у наших соседей, в наших городах и поселках. Часто люди свидетельствуют об Иисусе в извинительном тоне, как будто они стыдятся того, во что верят. Вам не нужно извиняться, когда вы спасаете кого-нибудь от пламени ада. Люди идут именно в ад, если они не приняли Иисуса. Мы не должны быть извиняющимися и робкими. Мы должны выступить силой и мощью в Господе. Для этого нужно дерзновение. Есть много примеров этого в Библии. Апостол Павел писал христианам в Эфесе, что его единственный смысл жизни – открыть всем, в чем состоит домостроительство тайны, сокрывавшейся от вечности в Боге, создавшем все Иисусом Христом, по предвечному определению, которое Он исполнил во Христе Иисусе, Господе нашим, в котором мы имеем дерзновение и надежный доступ через веру в Него. Здесь, в послании к Ефесянам, он сказал то же самое, что и в послании к филиппийцам, смотрите 1 главу 20 стих, и в первом послании к Тимофею 3 глава 13 стих, и в послании к римлянам 15 глава 15 стих. Кто бы ни был автором послания к евреям, он сделал то же самое утверждение, говоря: «Посему да приступаем с дерзновением к престолу благодати». Так что мы смело говорим: «Господь мне помощник, и не убоюсь,
что сделает мне человек? Когда вы изучаете книгу Деяний, вы видите, с каким дерзновением говорили Петр, Иоанн и Павел. Они дерзновенно, бесстрашно выступали против религиозных великанов тех дней, твердо стояли в том, что Дух Святой открыл им. Они никогда не шли на компромисс, и мы знаем, что происходило. Тысячи приходили к Иисусу в результате их свидетельств. Начни с дома. Начни воинственно вести свою семью к спасению. Многие родители уделяют мало или вообще не уделяют внимания своим детям, пока не становится слишком поздно. У них под носом дети идут прямо к дьяволу. Они позволяют своим детям иметь плохих друзей, приносить дьявольскую музыку домой и смотреть мирские телевизионные программы. Родители говорят: «Я не знаю, что находится в комнате моего сына». Что случилось с этими родителями? Они должны знать, что есть у сына в комнате и откуда это взялось. Все, что не приходит от Бога, должно быть выброшено вон. Вы должны сказать своим детям, что пока они живут с вами под одной крышей и едят за одним столом, вы не допустите, чтобы дьявольские вещи были в вашем доме. В противном случае на доме не будет Божьего благословения. В последние 50 лет мы потеряли 50 миллионов молодых людей только потому, что не брались за них как следует в наших собственных семьях. Почему пасторские дети, все без исключения, идут к дьяволу? Я этого не понимаю. У меня 3 сына, один из них бизнесмен, занимающийся делами нашего служения, другой занят на нашей телерадиостанции, 3-й проповедник. Все мои сыновья любят Господа, они служат Господу, хотя никто их не заставляет. Возможно, вам интересно, почему они такие. Это произошло потому, что мы растили их в послушании и атмосфере Господа. Собираясь за обеденным столом, мы не критиковали проповедников. Наш обеденный стол не был тем местом, где они могли услышать: «О, я так устал служить Богу, я не знаю, что и делать. Так много людей на меня навалилось». Они никогда не слышали подобных разговоров. Когда я выходил из нашей церковной конторы в 5 часов вечера, я запирал дверь, оставляя всех маленьких бесенят внутри, и говорил: «Оставайтесь здесь, я повоюю с вами завтра утром». Затем я шел домой и очень хорошо проводил время. Дома я не жаловался жене, которая накрывала на стол. Какой тяжелый день у меня был. Многие проповедники слишком много говорят своим женам. У жен есть свои проблемы. Они несут свое бремя. Почему они должны нести еще и бремя мужей? В результате жены некоторых служителей получают нервное расстройство. Итак, мои мальчики выросли как единая семья в доме, где мы проводили время вместе. Мы катались по полу и боролись. Мы играли в гольф и ходили купаться. Даже в Маниле, даже в Гонконге, даже в Иерусалиме мы шли к ближайшей воде и купались вместе. Мы ели вместе. Я не должен был говорить им, какую тяжкую ношу я несу. Это между мной и Богом. Проповедники и их жены должны научиться отдавать свое бремя Иисусу. Он наш носитель бремени. Иди к своей семье, спаси отца, спаси дядю, тетю, иди к ним. Ты скажешь: «О, им это не понравится». Неважно, понравится это им или нет. Это все равно лучше, чем идти в ад. Ты скажешь: «Они не будут любить меня». Неважно, любят они тебя или нет. Может, ты им и так не очень нравишься. Какое это может иметь значение в сравнении с тем, что они пойдут в ад? Вы должны воинственно выступать также и в своем городе. Когда Петр и Иоанн были посажены в тюрьму за исцеление хромого, проповедь и учение о смерти Иисуса и Его воскресении из мертвых, их спросили: «Какой силой вы это сделали?» Петр, исполнившись Духа Святого, возвысил голос: «Да будет то известно всем вам и всему народу израильскому, что именем Иисуса Христа Назарея,
которого вы распяли, которого Бог воскресил из мертвых, им поставлен Он пред вами здрав». Он сказал, что нет спасения ни в ком другом. Библия воспроизводит реакцию религиозных лидеров и народа. Видя смелость Петра и Иоанна, и приметивши, что они люди не книжные и простые, они удивлялись, между тем узнавали их, что они были с Иисусом. Вы когда-нибудь задумывались, что произошло бы с церковью первого века, если бы Петр и Иоанн побоялись говорить в Иерусалиме, в своем собственном городе? Все города твоей страны важны для Бога, в них живут люди. Сатана хочет установить контроль над правительством, над законодательными и исполнительными органами. Посмотри, как сатана внедрился в наши школы. Дети вовлекаются в сатанинские клубы. Библейские клубы запрещены, а сатанинские процветают. Колдовство процветает. Мы боремся со страшным врагом. В этом духовном сражении мы должны выступать как единая армия, а не солдаты-одиночки. Вам нужно участвовать в общественной жизни города. Один из самых агрессивных членов моей церкви – член городского совета, и это женщина. Надо принять такие меры, чтобы ваш город задумался о Боге. Есть сатанинские оковы, которые нужно низвергнуть. Вы слышали когда-нибудь в средствах массовой информации о душе города? Города не имеют души. Душа есть у людей. Но города похожи на людей. Они впитывают личные особенности тех, кто в них живет. Вы можете благословить свой город, участвуя в событиях, которые формируют путь, по которому он идет. Ваши мысли, ваши слова, гражданское самосознание, гордость или обвинение и негативизм, противление добру – это то, что может построить или разрушить ваш город. В нашей стране очень много раненых городов и городов, в которых нет любви. Много городов, над которыми висят темные духовные облака. В Библии нам даны несколько примеров людей, которые изменяли свои города. Сам Иисус оплакивал Иерусалим. Неемия в свое время плакал, постясь и молясь о том же городе. Даниил был брошен в львиный ров из-за своего обязательства перед Иерусалимом. Люди развратные возмущают город, а мудрые утешают мятеж, говорится в книге Притчи, 29 глава, 8 стих. Города важны для Бога. То место, где вы живете, важно для Него. Как же взять город? Вы можете выходить на демонстрации, писать письма в газеты. Вы можете делать все, что позволяет вам делать Конституция, но есть что-то более важное, чем ложиться на дороге, ведущие к абортариям, и попадать за это в тюрьму. Нарушение закона – это средство для сильного протеста и привлечения внимания к взглядам протестующих. Нам нужны люди, которые протестуют, пишут письма, выходят на демонстрации и говорят то, что у них на сердце. Не сиди тихо, ничего не делая. Но нам нужно делать больше – любить людей. Нам нужно показать им, что такое любовь Божья во Христе Иисусе. Наши церкви должны стать общественной силой, маяками, освещающими все, что только есть доброго, праведного и морального. Вы, конечно, можете войти в антагонизм с сердцем своего города, но вы можете также стать с ним и друзьями. Вы можете помочь голодающим, удовлетворить нужды бездомных, подружиться с общественными лидерами, оказывать уважение к исполнительным органам, сделать ощутимым ваше присутствие в больницах, домах престарелых, а также быть источником духовного обновления. Общественная активность сама по себе рождает борьбу, противостояние. Духовная брань приводит в движение высшие сферы. Это потребует больше молитв и применения на практике тех принципов, которые изложены в этой книге. Это значит побеждать, придерживаясь библейской истины.
Высшее повеление, данное нам самим Иисусом, это проповедовать Евангелие, а не, так сказать, бороться с дьяволом, мешая всем и каждому. Мы в борьбе, но это борьба за библейскую истину. Давайте будем верны в нашем призвании, показывая благость Божью, демонстрируя своей жизнью, что мы сильные избранники Бога. Нам не нужна умная техника. Нам нужно подвязаться добрым подвигом веры с использованием подлинного духовного оружия и с дерзновением провозглашать весть о воскресении. Созидая церковь воинственно. Когда я приехал на Филиппины, я там всех напугал. Как я писал ранее, мы купили ангар из-под самолета Б-52 и начали устраивать церковь, а нас тогда было только 5. Один человек из библейского общества пришел к нам и сказал: «Что вы здесь собираетесь делать?» «Я строю церковь», — ответил я. Офис этого человека и большой библейский магазин были всего лишь в нескольких минутах ходьбы от нас. «Ну, знаете», — покачал он головой, — «это здание вместит половину протестантов этого города». «Очень скоро даже 1/10 протестантов не уместится здесь», — ответил я. «Ну, и как ты собираешься это сделать?» — спросил он. «Привести людей к спасению», — сказал я. «О», — ответил он, — «я слышал, как многие это говорили». «Хорошо», — сказал я, — «теперь ты слышишь еще одного, кто говорит это». Он выглядел разочарованным и сказал: «Ты собираешься пойти и забрать членов других церквей, тем самым опустошая их?» «Нет», — сказал я, — «наоборот, мы собираемся наполнять эти пустые церкви, о которых ты говоришь». Затем я посмотрел на него, он был такой здоровый парень, и сказал: «Позволь мне пророчествовать для тебя. Мое пророчество следующее. Всего через несколько месяцев у тебя не останется ни единой Библии на продажу, потому что придет великое пробуждение от Бога». Если оценивать вещи естественно, я выглядел как сумасшедший. Я строил здание для 2000 людей, когда у меня не было и 5 человек. Он видел реальность, но я смотрел глазами веры. Бог сказал: «Если ты построишь здание, я его наполню». Моя часть дела заключалась только в том, чтобы построить. Это был совсем новый ангар. Я нашел его на складе, купил очень дешево и теперь ставил его. Прошло не так много времени, и Бог послал нам великое пробуждение. 150 000 человек пришли к Богу. Я говорил всем: идите и купите себе Библию в таком-то библейском книжном магазине. Позднее я пришел в магазин и спросил владельца: есть ли у вас Библия? «Нет, сэр», — ответил он. «Я даже послал телеграмму в Лондон, чтобы они прислали Библии самолетом. Первый раз в истории у нас нет ни единой Библии на продажу». Я говорю тебе, читатель, ты можешь делать то, что ты хочешь делать. Только ты должен вложить это «хочу» в свое сердце. Ты можешь сделать это, если выступишь воинственно, решился победить и выполнить то, что Бог сказал тебе сделать. Каждый раз, когда ты выбираешь для себя что-нибудь полегче, ты отказываешься от победы. А сегодня это время побед. Что бы мы ни делали, мы будем делать это воинственно во имя Иисуса. Потеря воинственности. Когда я был молодым человеком, я ездил по всему миру и проповедовал. Когда мне исполнилось 26, началась Вторая мировая война в Европе, и меня отправили домой. Поэтому я стал проповедовать в каждой большой церкви одной деноминации по всей стране от Нью-Йорка до западного побережья. Сегодня очень немногие из тех церквей представляют для кого-нибудь интерес. Почему? Они перестали выступать воинственно. Они все умерли.
я не могу этого понять, но это произошло. Те самые великие миссионерские церкви 40-х и 50-х годов сегодня ничего из себя не представляют. Посещаемость упала почти до нуля. Почему церкви процветают, а затем умирают? Почему умирают деноминации? Я верю, что одна из важнейших причин этого в том, что они теряют воинственность. Они забывают великое повеление и замыкаются внутри себя. Они становятся маленькими клубами «Благослови меня», местами, где господствуют обычаи, традиции и привычки. Основные деноминации в нашей стране отозвали большой процент своих работников из миссионерского служения за последние 10 лет. Сегодня миссионерские силы в мире в основном принадлежат движению слова веры. Эти молодые мужчины и женщины выступают с великой властью, силой, решимостью и смелостью по отношению к дьяволу. Благодарение Богу за это во имя Иисуса. В докладе на миссионерской конференции в 1900 году было сказано: «Если бы в мире был всего один христианин, и он бы работал и молился в течение 1 года, чтобы приобрести одного друга для Христа, и если бы эти 2 продолжали бы каждый год приобретать еще по одному, и если бы каждый приводил ко Христу еще одного каждый год, через 31 год все в мире были бы приведены ко Христу». Жаль, что христиане начала века этого не сделали, и мир до сих пор не знает Христа. Сегодня крайне необходимо, чтобы мы выступали воинственно и начинали собирать урожай. Если каждый читатель этой книги приведет ко Христу хотя бы одного человека каждый год после того, как прочтет эту книгу, все будет по-другому через 30 лет. Научите каждого новообращенного сделать то же самое. Духовный голод и бедность. Наш Небесный Отец хочет, чтобы Его дети были рядом с Ним. Он хочет, чтобы мы выполнили то задание, которое Он дал церкви. Он хочет, чтобы мы выступили воинственно и завоевали как можно больше потерянных душ для Него. Он хочет, чтобы мы евангелизировали воинственно. Протестантские церкви начали миссионерскую службу по всему миру примерно с 1815 года, и к середине XIX века она стала заметным явлением. Миссии процветали до Первой мировой войны, затем начали свертываться. С началом движения пятидесятников, распространившегося по всему миру, связана следующая волна миссионерского движения, и снова война, казалось, остановила это движение. С 1940 года наблюдалось уменьшение количества миссионеров, посланных из западных стран. Страны Третьего мира делают больше миссионерских усилий, направленных в страны Третьего мира, чем страны Запада. Эксперты по евангелизации утверждают, что за период между днями ранней церкви и до 1885 года, то есть почти за 2000 лет, было опробовано и выдохлось около 200 планов евангелизации всего мира. В большинстве случаев в течение 10 лет или около того. Они утверждают, что за последние 100 лет еще 100 схем евангелизации были опробованы неудачно. Сегодня действует около 50 планов глобальной евангелизации, и некоторые из них увядают. В 1900 году было подсчитано, что около 778 миллионов людей не слышали о Христе. Сегодня эта цифра выросла. 1 миллиард 300 миллионов тех, кто не слышал Евангелия. Духовная бедность распространяется быстрее, чем весть о том, что человек может быть примирен с Богом через Иисуса Христа. Так что же значит великое повеление? Давайте прочитаем Евангелие от Марка,
16 глава, 15-16 стих. «И сказал им: идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари. Кто будет веровать и креститься, спасен будет, а кто не будет веровать, осужден будет». Когда Иисус говорил это своим ученикам, Он просто повторил повеление Отца к Адаму и Еве в книге Бытие 1:28. «И благословил их Бог, и сказал им Бог: плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю, и обладайте ею». Если бы Адам и Ева не согрешили, то сегодня мир был бы наполнен детьми Божьими, живущими в счастье, процветании и великой гармонии со своим Отцом. Но вместо этого мы имеем несчастье, бедность и дисгармонию между Богом и Его творением. Однако цель Бога не изменилась, потому что Он сам никогда не меняется. Его цель вся та же, чтобы мир был полон Его детьми, даже если Ему придется создать новое небо и новую землю, как об этом написано во втором послании Петра, 3 глава, 13 стих. А пока Церковь не выполнила великого повеления, данного Иисусом, и его все еще надо выполнять. Бог никогда не терпит поражения, поэтому Его духовная пища и Его благая весть должна пройти по всему миру перед возвращением Иисуса. Мы не сможем выполнить этого, если не будем выступать воинственно и агрессивно. Ученики Иисуса выходили к людям с властью и силой. Они достигли всего известного в те дни мира. Их даже обвиняли в том, что они перевернули весь мир. Однако даже в их дни не каждый имел возможность слышать Слово. Первый раз в истории человечества радио и телевидение делает возможным, чтобы каждый человек слышал Евангелие, если только христиане будут выступать воинственно и воинственно жертвовать на миссионерскую работу. Мы можем дать духовную пищу всем духовно голодным на земле. Враги воинственности. Два величайших врага воинственного христианства – это апатия и самодовольство. Апатия – это отношение сердца, это притупленность к тому, что христиане не имеют никакого сострадания к тем людям, которые идут в ад. Быть апатичным – это значит иметь мало или вообще не иметь чувств или эмоций. Апатия – это отсутствие интереса, безразличие, это бездуховность. Дьявольский дух удерживает людей от попыток свидетельствовать другим, создавая отношения «это меня не касается». Самодовольство говорит «я в порядке, я достиг небес». Пускай кто-нибудь другой выступает воинственно, я не призван быть миссионером. Это чужая проблема, чужое призвание, чужая работа, не моя. Быть самодовольным – это значит быть довольным самим собой. Возможно, вы думаете, я слишком молод или я слишком стар. Не каждый, конечно, имеет возможность поехать в другую страну на миссионерское поле, не каждый призван к этому, однако американское общество в настоящий момент почти такое же языческое, как и все остальные страны. Иди в дома по соседству, стучи в двери, неси людям добрую весть, что в их жизнях есть надежда. Я чувствую сегодня, что только начинаю трудиться для Господа. Как Моисей, я готов войти в мое третье служение Богу. Хотел бы я, чтобы вы увидели меня в 80, я буду крайне опасен для дьявола. Политика нашего правительства – выгонять на пенсию человека в 65 лет – чуждо более древним культурам и другим странам. В восточной части мира возраст – это показатель мудрости, а у нас, когда человек только начинает разбираться в жизни, его уже хотят поставить в стойло. Как только способности человека отточены, он должен сойти со сцены. Промышленность теряет миллиарды долларов, потому что они увольняют на пенсию людей, которые как раз готовы научить мир чему-нибудь. Последние годы жизни должны быть лучшими. Люди уже не ищут ничего для себя, они уже насытились жизнью. Если бы те христиане, которые уже на пенсии,
могли увидеть видение Моисея и сделать оставшиеся дни полезными для Бога, еще много душ вошли бы в Царство Божье. Даже в домах престарелых воинственное отношение для Христа принесет свой плод.